В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Сегодня день якутского телевидения. 55 лет назад, в 1963 году, 8 октября, ровно в 18 часов начала работу якутская студия телевидения. Об истории и ярких страницах якутского телевидения мы поговорим сегодня с гостем студии, ветераном якутского телевидения, директором телевидения с 1990 по 2005 года Николаем Петровым. Николай Иннокентьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с праздником. Вы возглавляли якутское телевидение в 90-е, когда влияние и интерес к голубому экрану было на пике. Как вы считаете сейчас, какой период у якутского телевидения? Ну, во-первых, я поздравляю всех своих коллег с настоящим праздником, потому что для нас, ветеранов телевидения, это действительно настоящий праздник. Но это дата не только для нас, но и для всей Якутии, потому что впервые телевидение в виде голубого экрана пришло к нам именно с якутской студии телевидения. Только в 1967 году якутяне стали смотреть программы центрального телевидения. Так что 1963 по 1967 год это было только якутское телевидение. А что касается 90-х годов, это было время бурное, интересное. Это было время суверенизации, попыток демократизации общества. В общем, очень радикальных высказываний, мнений, каких-то движений. Все это было. Было это очень интересно. И все это, общественная наша жизнь, проходила она через телевидение. Почему? Да потому что в это время, конец 80-х, начало 90-х годов, это первые съезды депутатов, народных депутатов Советского Союза, Российской Федерации, трансляции их шли целыми днями. Это было интересно намного бразильских телесериалов. Поэтому интерес телевидения в целом был очень высокий. Естественно, и к местному телевидению тоже. Ну и надо сказать, что все стремились на телевидение, потому что было время митинговой демократии. Не все умели, как говорится, выступать на митингах, не всех там слушали. А на телевидении в спокойной обстановке можно было все изложить. Приходили, конечно, кардинальные, радикальные противоположные стороны. Каждый из них требовал свое. Вот мое мнение такое, я хочу высказать, и все. Конечно, были и попытки, как говорится, затронуть какие-то вопросы веры, националистические вопросы, были такие. Но, к чести и тех, которые, как говорится, требовали эти, и наших редакторов, которые с ними работали, к их чести надо сказать, что с этим вопросом мы справлялись. Потому что, да, и иногда и запрещали, бывало такое. Но в основном методом убеждения мы все это дело закрывали, эти вопросы. И какой сейчас период у якутского телевидения? Сейчас, период якутского телевидения, сейчас, я бы сказал, самый лучший, наверное, самый лучший. Почему? Да потому что мы, когда мы начинали, мы в эфир выходили около 2 часов, а было вообще 50 минут, около 2 часов. А сейчас сколько выходим? 24 часа в эфире, 3 канала, что еще надо? Техника, как говорится, работает нормально, и его хватает, не так, как в 90-е годы, когда с одной камерой носились по всей республике. Было всего 2 камеры Бетакам-СПИ, с которыми мы действительно носились по всей республике. Так что сейчас работай, и больше, как говорится, ничего не надо. В советскую эпоху и в пору демократии содержание установки, что освещать, о чем говорить, они отличались. Вот в какое время из этих отрезков было тяжелее вам работать, когда сверху указывали, либо когда можно было открыто обо всем говорить? Вы знаете, сверху указывали это, я застал эти времена, сверху указывали это, когда коммунистическая партия была в расцвете. А в годы, когда я пришел на телевидение, конец 80-х, там уже было время Горбачевской перестройки. Поэтому уже таких прямых указаний никто уже не давал, никто не хотел выглядеть, как говорится, душителем демократии. Поэтому было работать интересный, конечно, период демократизации общества. Были очень интересные люди. С большинством из них мы до сих пор поддерживаем связь, хотя, конечно, были очень большие споры друг с другом. Некоторые обвиняли нас в национализме, что вы не выводите, другие, наоборот,
Ну, в общем, считали, что телевидение должно только их точки зрения высказывать. А скажите, какие самые яркие страницы телевидения вы можете вспомнить сегодня в день юбилея? Вы знаете, хотя я не был тогда, но все-таки считаю, что это открытие телевидения. 63-й год, открытие телевидения. И конец 60-х, начало 70-х годов, наверное, когда наши творческие работники, не имея почти даже таких элементарных технических средств, элементарного оборудования, пытались сделать документальные фильмы, художественные фильмы. Без конца маленькие 90-метровые студии, многоактные спектакли ставили. Вот это время. И, конечно, время вот то, о котором мы с вами говорили, это время демократизации, когда мы создавали национальную компанию, создавали национальный канал отдельный, независимый ни от кого. Конечно, вот эти времена. Вот как раз-таки сейчас мало авторских передач. Вот как вы к этому относитесь и почему вы думаете так? Под 90-е годы мы требовали от всех, как говорится, авторских программ. Это была очень сложная работа. Для того, чтобы сделать авторскую программу, это надо знать автора, во-первых. А во-вторых, у автора должны быть обязательно свои взгляды. Не просто так что-то рассказать в эфире, а он должен быть со своим мировоззрением, со своим направлением. Но, тем не менее, на сегодняшний день я считаю, что не все передачи должны быть авторскими. Вот прямые эфиры, которые сегодня идут, они очень востребованы. Но когда их очень-очень много, тоже знаете, начинает надоедать. Поэтому надо, чтобы все вот это дело сочеталось как-то соразмерно. Сегодня в эту знаменательную дату открылся музей якутского телевидения. Какие экспонаты там собраны и о чем будете рассказывать посетителям? Вы знаете, до сих пор нет такой официальной истории телевидения и радиовещания. К нам очень много приходит исследователей, в том числе студенты журналистского факультета, которые хотели бы как-то узнать об истории развития телевидения и радиовещания. У нас этой истории нету, и поэтому мы пытаемся восполнить вот этот пробел. Пытаемся восполнить и книгами. Вот сейчас создали музей, и будем создавать... Продолжение этого музея будет в интернете, на сайте компании, где будет намного больше материалов. Но я считаю, что телевидение и радиовещание – это все-таки часть истории духовной культуры Якутии. Поэтому она должна быть. Она должна быть. Исследователи, как говорится, будущее могут вдруг опираться на наши материалы. Вот я надеюсь на это. А будет ли открыт музей для якутян, для обычных жителей? Какие? Для обычных жителей музей будет открыт? Конечно. Конечно, для открытых зрителей. Музей будет открыт для обычных зрителей. Ну и, естественно, зрителей говорю, посетителей. Ну и, естественно, вот как я уже сказал, будет на сайте, где можно будет откуда угодно, как говорится, зайти на наш сайт, посмотреть, что там было у нас в истории. Мы ничего не скрываем, ничего не оставляем на потом. Пожалуйста, смотрите, учитесь. Но люди должны знать историю. И еще последнее, что я хотел сказать по музею. У нас сейчас очень много молодых работников поступают на работу. Я, например, думаю, что молодые работники должны хоть как-то чуточку знать историю своей организации. Не для того, чтобы просто там знать, кто был там когда-то, а для того, чтобы поучиться на их положительных примерах, вот на тех же примерах, когда ставили многоактные спектакли и так далее. То есть гольная выдумка хитра, иногда и такое бывает. То есть люди, творческие люди должны воспринимать оттуда что-то хорошее, что-то лучшее для себя. Вот а какие, на ваш взгляд, самые интересные экспонаты сейчас? У нас с экспонатами, конечно, немножко трудновато. Дело в том, что мы все время были российской компанией. И Россия нам поставляла все оборудование, но также все оборудование она обратно и принимала, потому что им, видимо, отчетность какая-то была. Вот такое дело у нас было, обратно. Даже пленки, кинопленки сжигали, оттуда вынимали серебро и обратно сдавали в Москву. Поэтому некоторые трудности с экспонатом есть, но тем не менее, там есть наши кинокамеры, наши видеокамеры, в общем, то оборудование, на котором мы работали. Сейчас, конечно, смешно, что все было ленточное, что не хватало лент, что мы их возили с Москвы на плече, каждый по 10 килограммов. Но, тем не менее, это наша история.
Вы уже сказали, что сейчас наиболее востребованы прямые эфиры, ну, наравне и с авторскими программами. А какие еще и интересны зрителям сейчас программы? Вы знаете, я приветствую, и мне не хватает, например, каких-то небольших сериалов, ну, которые бы привлекли внимание зрителей. Тех же самых домохозяек, тех же самых пенсионеров, которым тоже интересно увидеть что-то. Не только бразильские сериалы, которые повторяют, но и свои, может быть. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки жанр документальных фильмов, он должен быть. Документальные фильмы – это история. Что бы то ни было, это история. Поэтому мы их не должны забывать. Потому что прямой эфир, он прошел и закончился, а документальный фильм, он останется на веках. Вот эти я бы хотел больше увидеть на нашем экране. Мы уже много говорили об изменениях, но скажите еще, вот на ваш взгляд, как изменилось за эти годы в плане технического оснащения, так и творческого потенциала? Как изменилось якутское телевидение? Ну, как я уже вам говорил, мы лет 20 работали на кино. На одну передачу выделялось 5 минут кино на 40-минутную передачу. Представляете, что это такое? Поэтому люди снимали очень экономно, очень экономно. Хранили, берегли вот эти кадры. Но и для операторов это была работа. В том числе, как говорится, опыт, потому что они берегли вот эти кадры и должны были снимать только самое лучшее. А теперь об этом и речи нету. О том, чтобы как-то там экономить на пленках, на материалах экономить и так далее. Теперь, тогда еще было такое. Были наши монтажеры, которых не хватало никогда, с которыми надо было работать. Поэтому многие материалы не успевали даже монтировать хорошенько. А сейчас каждый монтирует сам по себе. То есть условия очень сейчас хорошие, на мой взгляд, старого человека. Условия очень хорошие. Работай, больше ничего не надо. Лишь бы было творчество. Николай Иннокентьевич, последний вопрос. Очень коротко, каким вы видите будущее якутского телевидения? Телевидение для Якутии все-таки это больше, чем просто телевидение. Это все-таки национальная республика. Это все-таки в культурном развитии нашей Якутии телевидение должно все-таки играть свою определенную роль. Ну вот просто представьте себе, что не было бы до сих пор телевидения, как бы мы жили, как бы мы сплачивали бы народ наш. Поэтому телевидение все-таки это часть культуры и искусства. Спасибо большое за беседу. Мы поздравляем вас еще раз с праздником. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире.